Перед событиями на Украине я очень много ездила по регионам и общалась с молодежью. И был такой период, когда я встречала несколько раз в аудитории такое мнение, что же сейчас делать, нужно просто собирать вещи и уезжать. И я задавала вопрос ребятам, а куда уезжать? Куда бежать? Неужели вы вот так просто можете встать и отдать все, что мы получили в наследие от наших дедушек и бабушек? Вот вы знаете, события, которые были, я участвовала в качестве наблюдателя на референдуме в городе Севастополь, и они действительно изменили ситуацию в обществе, и чувствуется вот сейчас такой очень сильный патриотический подъем. И это действительно очень важно. Почему? На самом деле все форумы, которые мы проводим, в том числе гражданские форумы, они должны приводить к объединению людей. Ведь только тогда мы можем построить мир без вражды и войн, мир дружбы и взаимопонимания, потому что все беды в мире происходят по вине безразличных людей, которым все равно. Поэтому я бы хотела пожелать вам здоровья, потому что без него никак, верных друзей, потому что когда мы вместе, мы сила. И запомните, мы живем в великой стране, имя которой Россия. Спасибо. Экономического развития Республики Коми Фридману Антону Викторовичу. Добрый день, уважаемые участники форума. Всем известно, что труд добровольцев в первую очередь несет социально значимый некоммерческий характер, поэтому волонтерской деятельности заинтересованное государство и общество в целом, что выражается в соответствующих мерах поддержки социально ориентированных НКО, которые во многих странах именуют организациями общественной пользы. Напомню, что импульсом к развитию некоммерческого сектора стало принятие в 2011 году на федеральном уровне принципиально новых нормативных правовых актов в данной области. В развитии этих нормативных документов субъектов России, в том числе и Республики Коми, началась работа по выстраиванию системы поддержки некоммерческих организаций, разработке региональной нормативно-правовой базы. Выстраивая стратегию формирования конкурентного некоммерческого сектора в Республике Коми до 2020 года, мы определили 3 ключевых этапа ее развития. Первый этап можно назвать этапом централизации. В период с 2011 по 2013 год в республике формировалась законодательная база развития НКО. Второй этап должен стать этапом децентрализации государственной политики. В период 2014-2016 годов мы должны выстроить систему поддержки, которая позволит делегировать полномочия по поддержке НКО профессионально работающим некоммерческим организациям, например, ресурсному центру развития НКО. Кроме того, в этот период в полном объеме должны быть реализованы полномочия по развитию некоммерческих организаций на муниципальном уровне. Считаю, что стимулы к этому правительством республики созданы. И, наконец, третьим этапом развития некоммерческих организаций должно стать появление профессионально работающих НКО, которые будут способны наряду с государственными учреждениями оказывать качественные социальные услуги, создавать рабочие места, платить налоги. За 2 года нам удалось выстроить систему работы по следующим направлениям. Изменены подходы к оказанию финансовой поддержки некоммерческих организаций и расширена география представления такой поддержки. Начиная с 2012 года мы перешли от прямого финансирования некоммерческих организаций к механизму субсидирования проектов, заявленных НКО. Внедрение данного механизма было направлено на достижение показателей результативности и на привлечение внебюджетных средств для реализации социальных проектов. В конце 2011 года удалось привлечь федеральные средства на оказание финансовой поддержки региональным НКО. Это дало возможность в 2012 году провести в республике первый полномасштабный конкурсный отбор проектов по 5 приоритетным направлениям, обозначенным правительством Республики Коми. В 2013 году приоритетные направления были существенно расширены. В 5 рекомендованным федерациям в республике были определены дополнительно еще 5 направлений, которые обсуждались в рамках работы Общественной палаты республики и были обозначены в рекомендациях наших общественников. Кроме того, были изменены требования к сроку деятельности НКО, к исполнению обязательств по софинансированию проектов. Эти нововведения оказали влияние на активность наших общественных организаций. В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось в 2 раза количество заявок, поданных на конкурсные отборы, и в 2 раза увеличилось количество получивших поддержку организаций. На 17% возросла общая сумма финансовой поддержки, которая составила более 57 миллионов рублей. Отмечу, что в 2013 году впервые сделана ставка на привлечение организаций территориального общественного самоуправления в решении небольших локальных проблем местного значения.
Среди 32 поддержанных проектов ТОСов строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог, тротуаров, ремонт скважин для воды, колодцев, благоустройство придомовой территории. Все проекты отмечены экспертами как социально значимыми, направленными на улучшение качества жизни жителей. Наряду с финансовыми преференциями программой было предусмотрено оказание имущественной поддержки, которая осуществлялась путем передачи НКО в безвозмездное пользование или в аренду государственного имущества Республики Коми. Объемы предоставления такой поддержки растут с каждым годом. Важную роль в развитии НКО оказывает переподготовка и повышение квалификации работников некоммерческого сектора. Компетентность сотрудников НКО – это эффективность их деятельности. По итогам 2 лет по программе повышения квалификации прошли обучение более 60 представителей НКО и более десятка государственных служащих. В 2013 году курсы повышения квалификации организованы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. В 2014 году также планируется организовать обучение таким образом, чтобы охватить большее количество представителей НКО из всех муниципалитетов республики. На многих дискуссионных площадках общественниками поднимается вопрос об информационной открытости некоммерческих организаций. Начиная с 2013 года государственным заданием для автономных учреждений республики в сфере средств массовой информации было предусмотрено обязательное освещение деятельности СО НКО. Помимо поддержки региональной программы были предусмотрены положения по участию социально ориентированных НКО в разработке и экспертизе нормативно-правовых актов республики, а также в работе консультативных органов, созданных при органах власти. За 2 предшествующих года Общественной палатой проведена экспертиза порядка 35 нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Коми, затрагивающих интересы как самих НКО, так и интересы жителей региона. На сегодняшний день практически все органы исполнительной власти активно взаимодействуют с некоммерческими организациями по разным вопросам. Оценивая результаты развития некоммерческого сектора, можно отметить появление новых некоммерческих организаций, способных конкурировать с другими участниками рынка, достижение организациями показателей эффективности выделения бюджетных средств, о чем можно судить по практике реализованных проектов, развитие добровольчества и благотворительности, создание новых рабочих мест в некоммерческом секторе. Изменение структуры финансирования некоммерческого сектора в 2011 году на заявительной основе было поддержано 10 организаций, которым было выделено в виде субсидий 32 миллиона рублей, а это почти 70% от общей суммы, предусмотренной на реализацию программы. А в 2013 году уже на конкурсной основе было распределено порядка 57 миллионов рублей, что составляет 91% от всех средств, предусмотренных на реализацию программы. Обратите внимание на показатели результативности реализации программы, которые представлены на слайде. Установление именно этих показателей связано с соблюдением рекомендаций правительства Российской Федерации. И, как мы видим, фактически целевые показатели результативности программы достигли плановых значений, а по ряду показателей перевыполнены. Перспективы развития. Утверждена региональная программа поддержки СНКО в Республике на 2014-2016 год. Подготовка программы организована с участием Общественной палаты Республики с публичным обсуждением проблем развития некоммерческого сектора. Было проведено анкетирование НКО. Так, в ходе анкетирования, проведенного среди НКО, подтвердилось предположение о том, что НКО испытывают некоторые проблемы, связанные с, первое, отсутствием опыта, слабой профессиональной подготовкой кадров, неумением осуществлять социальный маркетинг, стратегическое планирование, создавать инициативную, работоспособную команду. Исходя из этого и были определены приоритетные расходные статьи программы поддержки на 2014-2016 год. Главные акценты переносятся с социального партнерства на условиях регулирования, на задачи формирования и реализации стратегии партнерства, на условиях взаимодействия и равноправного сотрудничества. В этой связи особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы сотрудничества между органами госвласти, местного самоуправления, общественными и иными некоммерческими организациями и бизнесом, как 3 равноправными субъектами взаимодействия. При такой партнерской модели власть не пытается управлять общественными институтами, а участвует в различных формах диалога с НКО в виде переговорных площадок и иных форм. Обладая определенными ресурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО взаимодействуют друг с другом и способны развивать и гармонизировать социальные отношения. Сегодня выдвигается ряд новых задач, которые требуют корректировки сложившихся в предшествующий период приоритетов, а именно предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам, городским округам республики, финансовой поддержки на поддержку НКО. Здесь как проблему необходимо отметить, что не все муниципальные программы, не все муниципальные образования еще имеют соответствующие программы, которые позволяют
или позволят им участвовать в конкурсе. Есть положительные примеры, например, Сыктывкар, которые в этом году в 2 раза увеличили объем финансовой поддержки, который направлен на поддержку НКО. Следующая задача – это создание, модернизация и техническое сопровождение информационного портала, объединяющего сети интернет общественно значимую информацию о реализации госполитики в сфере поддержки НКО. Портал будет сегодня презентован на одном из круглых столов. Развитие инфраструктуры поддержки деятельности НКО. В 2013 году Министерством экономического развития был поддержан проект «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих организаций». Основными задачами проекта являются создание системы информационно-методического обмена, оказание образовательных услуг, канализационной и методической поддержки, создание площадки гражданского участия в развитии территорий местных сообществ. Помимо новых направлений развития некоммерческого сектора, в программе сохранены все виды государственной поддержки. Общий объем финансирования региональной программы в 2014-2016 годах составит более 185 миллионов рублей. В целях привлечения дополнительных средств будем участвовать в конкурсных отборах, проводимых на федеральном уровне. В текущем году удалось привлечь из федерального бюджета 12 миллионов 400 тысяч рублей. В целях повышения качества социальных услуг региональной программы определено такое направление поддержки, как расширение возможностей доступа НКО к реализации социальных программ, финансируемых из бюджетных источников. Новое направление предполагает переход к конкурентным механизмам бюджетного финансирования социальных услуг, обеспечивающим возможность привлечения НКО к их предоставлению, включая размещение на конкурсной основе заказов на оказание социальных услуг, и увеличить число вовлеченных граждан и добровольцев в процесс реализации проекта. Благодарю за внимание. Спасибо, Антон Викторович. Очень интересная власти и патриотическая будут работать здесь, на этой площадке. Секция номер 3. Профессиональные союзы и их роль в развитии гражданского общества будут работать на площадке Федерации профсоюзов по адресу Бабушкина, 4. Автобус будет ожидать вас на территории. За сбор отвечает Исаков Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, поднимите руку. Вот все, кто по этой секции, к нему, пожалуйста. Секция номер 4. Социальное волонтерство будет проходить в Сыктывкарском государственном университете. Также ожидают автобусы на территории. Отвечает Шиповал Татьяна Викторовна. Прошу тоже ее поднять руку. Ну, я думаю, что найдемся в фойе, она будет всех ожидать, кто работает по волонтерской теме. Поэтому всех, кто заявился в эти секции, просьба сейчас потихонечку подниматься наверх, получить первыми возможность пообедать и рассаживаться в автобусы. Обратно вы тоже будете точно так же доставлены сюда на автобусах. У тех, кто приехал из муниципалитетов и у кого нет на руках талонов, огромное... Да. Дело, что ты там какой-то руководитель организации. Где ты сейчас? Расскажи. Подойду. Все, всего доброго, до завтра. Правильно. Сейчас тоже национальное принятие обсуждения. На мой взгляд, очевиден может мгновенно возникнуть, если четко не регламентированы возможности, да, вот этого волеизъявления, позиционирования этих проблем. И те регламенты, которые, и это мы тоже неоднократно говорили, которые должны существовать вот в этих вопросах. Иначе это может, и это мы уже тоже десятки раз убеждались, в разных ипостасях, может привести просто к нарушению прав других людей, да, так сказать, находящихся вокруг, живущих вокруг и так далее. Поэтому я считаю, что за правами всегда следует ответственность. И то, и другое должно быть четко прописано, регламентировано и значимо как ответственность за таких прав. И советом, а между людьми, живущими на территории того или иного муниципального образования и избранными в совет. Я веду совершенно независимую политику в Палате Российской Федерации. Порой пытается мне сказать: Игорь Ильич, ну ты там не выступай по этому вопросу.
Я на это смотрю совершенно иначе и выступаю жестко. Вот примерно моя точка Спасибо. зрения. Спасибо. Уважаемый Игорь Леонидович, я вас благодарю за ответ. Когда Бадокин Константин вам задавал вопрос по поводу софинансирования некоммерческих организаций, вы ответили. А сейчас я вас хочу пригласить на турнир, посвященный памяти Зосимы Васильевича Панева. Ему в этом году будет 100 лет, 27 сентября. Я его очень уважал, очень любил, очень много встречался с ним раз. Он приезжал ко мне неоднократно в город, и мы дружили с ним, если так можно сказать. 27-го в этнокультурном парке Выбух будет турнир по комбинационной борьбе. 27 сентября с 11 часов мы вас приглашаем. Я очень вам благодарен, но я, к сожалению, не могу принять ваше приглашение. У меня расписан апрель месяц, но настолько жестко, и я в это время буду отсутствовать. Но вы сейчас можете сделать вот сейчас видеозапись, приветствовать участников турнира в сентябре. Пожалуйста. Вот. Да. Пожалуйста. Уважаемые участники турнира, я от всей души приветствую ваш турнир. Я считаю, что Зосим Васильевич Панин, человек, который заслужил, чтобы его честь посвящались различные мероприятия на территории нашей республики, для которой он сделал очень много. И поэтому я надеюсь, что имя его будет еще долгие годы в республике, и вы сегодняшним турниром в очередной раз докажете, что это был очень значимый для нас человек. Спасибо. Самой заинтересованной в этом диалоге именно оно, гражданское общество, должно инициировать те инициативы, те проекты, которые на сегодняшний день власть должна замечать, поддерживать, и не только финансово, во многом организационно. Потому что если мы сегодня говорим, скажем, о добровольчестве, волонтерстве, то, на мой взгляд, в Российской Федерации есть три проблемы в этом движении. Первое – это чисто организационное. Они должны быть координированы или скоординированы, правильно сказать, и в первую очередь информационно. Вторая проблема, которая есть, это квалификация. Сегодня об этом говорили многие выступающие, потому что квалификация волонтера, чем выше, тем выше эффект от его работы. Ну и третье, конечно, это взаимодействие с финансовыми институтами. Волонтерство может быть поддержано государством, но во всем мире чаще всего оно все-таки поддержано бизнесом. Бизнес, который заинтересован в этих волонтерах, который потом высококвалифицированному волонтеру может предложить работу. Понимаете, такой взаимный процесс возможного дальнейшего рекрутинга. Хорошо, как заинтересовать бизнес тогда? Бизнес можно в этом заинтересовать. Чем можно, да? Можно в этом заинтересовать, и нужно решать гражданскую и социальную ответственность. Каким образом? Вовлекая бизнес, его руководителей, сотрудников крупного бизнеса в волонтерские движения. Для того, чтобы они изнутри понимали, что может произойти, какой фантастический эффект вот эта бесплатная волонтерская работа может принести в результате вот такого хорошего искреннего отношения к тому делу, которым они занимаются. Спасибо. Спасибо. О всех цен и об этом более подробно расскажет мой коллега Максим. Вот в данный момент сейчас и здесь есть возможность в форме диалога обсудить значимые проблемы. Подойти нужно абсолютно со всех сторон, рассмотреть последствия этих подходов и найти все-таки пути решения. Что же нужно сделать, чтобы взаимодействие представителей общественности, представителей общественных некоммерческих организаций и органов власти были эффективными и действенными. Я сразу хочу вам сказать, что не обязательно, что в результате работы у нас будет какое-то выработанное единое мнение. Оно может быть совершенно отличаться от того, что имеет каждый из нас, но важность заключается в том, чтобы мы все-таки совершенно разным и стажем работы, и опытом работы, и направлением работы. Поэтому давайте договоримся, уважать друг друга, слышать друг друга и принимать все то, что будет сегодня здесь говориться. А чем мы отличаемся от других секций? Наверное, тем, что у нас больше всего сегодня здесь представителей из органов исполнительной власти. Я им за это очень благодарна. И
самое главное, вот так наблюдая за людьми, которые сегодня здесь присутствуют, участниками секции, я вижу, что это в основном как раз те люди, которые очень активно работают с общественностью, с некоммерческими организациями. Еще раз спасибо большое за это. А результатом нашей общей работы должны стать выводы и предложения, которые в дальнейшем будут использоваться в работе как органами государственной власти, как общественности, общественной палаты и представителями просто активных наших сограждан. Сегодня должны с вами получить ответы. Во-первых, это касается совершенствования работы системы общественных советов, как при органах исполнительной власти, так и муниципалитетов, каким образом совершенствовать работу, как улучшить качество этой работы, как сделать так, чтобы взаимодействие с органами власти было достаточно качественным. Во-вторых, это то, что касается системы территориального общественного самоуправления. Здесь тоже очень важно понимать, что нужно сделать для того, чтобы, опять же, сегодня уже немножко этого касались, люди понимали, что объединившись вот в такие территориальные общественные самоуправления, наверное, деятельность принесет больше пользы и даст больше результатов. Слышно меня? Ну, уважаемые друзья, ну, позвольте мне, наверное, начать с торжественного такого момента и вручить благодарственные письма Пичугину Андрею Владимировичу. Пичугин здесь. Значит, Общественная палата Республики выражает вам свою благодарность за инициативу, находчивость, ответственность, активное участие в личном нравственном воспитании молодежи Цесарского района. А также позвольте вручить благодарственное письмо Шургюровой Валентине Валентиновне. Есть она? Нет, значит, тогда мы передаем. Тогда позвольте перейти к работе нашей секции. Но сегодня мы проводим 6-й раз гражданский форум. Наша секция, мы все знаем, что отлично воспитание населения, в чем его суть, в чем проблема. Задача его государства, общества, воспитания патриотов. Но тема очень важна, очень актуальна, поэтому у нас сегодня столько у нас народов присутствует в этой секции. Я благодарю всех за то, что вы здесь находитесь. Нашу секцию будет вести Володя Евгений Анатольевич. Вот. Прежде чем начать работать, я хотел бы вам предложить какую-нибудь работу. Евгению Анатольевичу 10 минут хватит для вступительного слова. Хотелось бы сказать о патриотическом воспитании именно сегодня, поскольку это такая категория, которая чрезвычайно зависит от особенностей переживаемого общества момента. В общем-то, величиной постоянной, а не переменной для истории нашей страны является то, что с нашей страной, как бы она ни называлась, Российская империя, Российская Федерация, Советский Союз, с нашей страной ведется идеологическая война. О причинах этого явления я говорить не буду, лишь давайте отметим этот факт, то есть патриотическое воспитание для нашего с вами общества является только средством выживания. Общеизвестно, что государство сильно сознательностью масс. Эти слова, насколько я помню, сказал Владимир Ильич Ленин, сказал, что называется наверняка. И общеизвестно также, что для того, чтобы развалить даже самое сильное государство, нужно сделать очевидно две вещи. Это разрушить систему смыслов, систему идей, систему приоритетов, которые сплачивают общество, а затем развалить систему управления. Насколько это эффективно работали, мы видели, может работать, мы видели на примере Советского Союза. Когда вы помните крушение великой советской державы, которая сокрушила Гитлера, которая вырвалась в космос, которая, в общем-то, действительно совершила за относительно короткий исторический период колоссальный шаг вперед, стали разрушать именно, разрушая саму идею патриотизма, саму идею патриотического воспитания. Вы все помните, с чего это все начиналось и чем это все закончилось.
Сегодня, обратите внимание, наша страна иная. Нет уже идеологического противостояния, по крайней мере, формального. Но, тем не менее, идеологическая война против нашей страны ведется с большей или меньшей интенсивностью. Но сейчас больше, поскольку страна в общем-то, объектом атаки является молодежь в первую очередь. А как можно зомбировать молодежь, используя современные СМИ, хотя бы по Украине? Когда дети, молодые люди, не помнящие Советского Союза, совершенно искренне считают Советский Союз неким гулагом сплошным, а русского человека и вообще русскость, русский мир символом абсолютной духовной опасности. Патриотического воспитания именно применительно к сегодняшнему. Поэтому я очень вас просил, высказывался конкретно. Знаете, патриотизм это как не бесконечно и не конкретно. Пожалуйста, четкие предложения. Я знаю, здесь практически все собрались люди практики, больше или меньше с ними никто не назвал, поэтому четкие конкретные предложения. И я бы также попросил вкладываться, если бы в регламент, для тех, кто не записался заранее в качестве выступающих, мы поступим таким образом. Значит, кто первого времени, тот первый справка. Сначала дадим возможность выступить тем, кто пришел из ранее записавшихся, а если уж у нас останется время, тема, сами понимаете, безгранична, мы предоставим слово тем, кто не записался, но изъявил желание выступить, например, я считаю, что это будет справедливо. Я призываю всех к обсуждению работы. Главное предложение, а не мысли по поводу патриотизма, предложение, как реализовать некие проекты, поделиться своим опытом. И выступающие отходят сюда, микрофон есть, и с высокой трибуной, перекрикивая конкурентов, вот, всем разумное, доброе, вечное. Ну, в общем, доброе. Интересуются вопросами патриотики. Я хочу буквально коротко доложить вам о той работе, которая проводится, и в качестве того, что я предварительно приведу как раз выдержки из доклада, который прозвучал в Брале, в пресс-службе Доме, как раз посвященный вопросу патриотического воспитания. Ну и о тех вещах, которые мы делать уже начинаем сейчас. Постараюсь как можно ближе и громче. Но прежде всего хотел бы сказать, что вопросы или основы патриотического воспитания закладывается во время учебного процесса. В рамках реализации федерального государственного стандарта содержания образования закреплены задачи по созданию в школе системы непрерывной воспитательной работы и социализации учащихся с целью через всем хорошо известное кадетское образование. На сегодняшний день как раз приятная новость для нас. Если я в Брале говорил о том, что у нас существует реально одна кадетская школа, теперь у нас две официальных школы. Это кадетская школа Красногорска, и представители второй честной школы Сырского района. И на самом деле уже в рамках закона начинается образовательный процесс. На базе коллективной образовательной организации СПК, Устинский, Ижинский, Студенческий, Усилимский и Кировский районы у нас осуществляется деятельность 27 кадетских классов. Хотел бы отметить, что примерно около 500 ребят, которые входят в эти кадетские классы. Но хотел бы отметить, что это все вопросы дополнительного образования, поскольку мы знаем прекрасно, в рамках закона образования кадетские классы у нас существуют вне правового поля. В законе образования, к сожалению, указан статус только кадетских корпусов и школ. Кадетские классы в это не попали. Соответственно, финансирование на кадетские классы у нас республиканское не осуществляется, потому что если она настоящая, на основании закона в том числе
Следующее. Партнерство. Государственные органы понимают важность существования независимых неправительственных организаций, не пытаются его управлять, участвуют в различных формах диалога, путь народа и соответственно работает поведение общественных слушателей, общественных. Что имеется в виду? Организации гражданского общества формируют публичную политику, предлагая повестку дня, а также решения определенных проблем. Вообще говоря, то, что предлагается вам сделать здесь. У вас есть проект решения вашего гражданского форума, и вам предложено в него всякого рода поправки, изменения, дополнения, касающиеся решения проблем, там слышно, что же он такое писал? А если я так получился? Касающиеся решения проблем, стоящих перед гражданским обществом. Далее. НКО предлагают и реализуют реформы конкретных институтов государственной власти. НКО участвуют, НКО это не коммерческие организации. НКО участвуют в создании новых органов государственной власти. НКО обучают и воспитывают чиновников государственной власти. Слушают, внимательно слушают. Я вам совершенно верно, в таких случаях не просто мало. Она была принята, стала обязательной для всех органов исполнительной власти нашей города. И вот в 2008-2011 году она была реализована. Чисто в виде должности знакомства. И совершенно справедливо можно сказать, сейчас в 2014 будет право. Сейчас уже к этому немножко отношения. НКО предлагает реализовать реформы конкретных институтов государственной власти. Это что? Сейчас у нас, после того, как этот совет, я не подробно потом скажу, перестал наши проекты интересовать, что он умирает, мы сделали свою чисто общественную коалицию за гражданское участие в принятии решений системы поддержки НКО. И на форуме социальных Петербург, где у нас собирается в гражданском форуме, будет человек, да, власть приходит, мы учили чего, ребята, у нас в Петербурге до 13 тысяч некоммерческих организаций, отдел, который ими занимается, нам 4 человека. Давайте, во-первых, такой отдел сделайте в другом комитете, делайте его в комитете по социальной политике и расширите штат комитета по молодежной политике. Все как сделано. В зале собрались те, кто по внутреннему убеждению считает патриотическое воспитание очень важным для государства. Я 30 этим занимаюсь как общественник и 7 лет как чиновник. Хочу сказать, что последние годы, если лет 15 назад патриотизм иногда воспринимался как ругательно, ситуация последние годы изменилась. У нас более-менее нормально обстоят дела, и если министр рассказывал, может быть, не все так, как благостно, как он говорил, но в принципе нормально. И мы понимаем, к чему идем и что хотим. Хочу довести до вас, для тех, кто занимается этими вопросами, что в декабре месяце на заседании Координационного совета по делам ветеранов при главе было дано поручение Министерству образования подготовить программу патриотического воспитания. Мы прекрасно понимаем, что межведомственный план, он не отвечает сегодняшнему времени и необходимой программе. И в рамках этой разработки такой программы и создан был Центр патриотического воспитания как будущий координатор этой программы. В общем, мы понимаем, куда идем. Кроме этого, хочу довести до вас информацию, что глава поручил создать или приступить к разработке концепции патриотического воспитания в СМИ.
Имеется в виду что? Имеется в виду интернет, телевидение, печатные СМИ, нашу республику. Мы все понимаем, что это очень важно. Мы все понимаем, что молодежь сейчас в интернете находится, среднее поколение, это телевидение, и мы не можем упускать эти направления. Но это все на уровне республики. К сожалению, а может быть и правильно, у нас сложилась такая система, власть, такая вертикаль власти, что очень многие вещи, которые начинаются сверху, они быстро реализуются. Вот, например, ГТО. Мы в Устинском союзе ветеранов Афганистана, наверное, лет 7-8 занимался ГТО, 5 лет занимался ГТО. Мы на всех уровнях об этом говорили, нас не слышали. Услышали в Москве, президент поддержал эту идею. Сейчас пойдет очень полезно, очень нужно для нашей молодежи вещь, пойдет по всей стране. Играет главную, потому что дети детского сада до окончания школы от их патроната. Это не все. У нас есть вопросы к СМИ, у нас есть вопросы к качеству программ на федеральном уровне. Считаю, что разговор о том, что рынок должен регулировать эту сферу, несостоятельный, потому что ошибки в этом вопросе очень дорого стоят в стране. И необходимо больше внимания уделять, но если не контролю полному за, как было у нас в советское время, то, по крайней мере, есть серьезное внимание к качеству программ, которые нужно применить, учитывая, какое влияние оно имеет на нашу молодежь. То же самое касается и культуры. Наш министр выступал, но, я прошу прощения, был лет 5 назад в Москве, пригласили меня друзья в театр. Не знаю, не помню, как называется, на Маяковском, станция метро Маяковская. Я через 20 минут оттуда ушел, сплошная пошлость, но я не знаю, что может воспитать такая культура и кого может воспитать. Поэтому нам все-таки придется взять, как мне кажется, взять то доброе и хорошее и полезное, которое было в Советском Союзе. И больше внимания уделять, если хотите, цензуре. Если мы платим деньги, то почему мы не должны за эти деньги спросить, что она показывает? Не все поддерживают, понятно, но может быть это спорно. Но тем не менее, наверное, пришло время и об этом подумать. Ну, у меня все, спасибо. Спасибо, Александр Борисович. Практика показывает, что нет. Мы проводим месячник обороны массовой военной подготовки. Школьников, как признали героев Советского Союза, не знаю. Я отвечаю за свои слова. Мы проводим мониторинг. Не знаю, к сожалению, сегодня 9 мая начнется. Не знаю своих героев Советского Союза, тех уроженцев Греции, где их школу даже стоит. Все закрылось ради хорошей картинки. Поэтому новую форму я вот такие считаю. Надо сегодня активнее применять гостевые стажировки. Вот мы видите, год правдами, неправдами выводим своих ребят, как говорится, в единицу ПДВ. Когда 10 человек, когда 12. В прошлом году, спасибо Копировскому району, они профинансировали поездки. И практика показывает, что ребята, которые вот это в плане, которые там побывали, поверьте мне, это лучшие агитаторы. Они там были, они там посмотрели. И они сегодня все с гордостью тянут еще за собой. Но для этого нужно действовать. И також могут быть претензии. Так вот, Главконтроль основной задачей поставил сегодня выяснить, насколько государственные услуги, которые получает человек нашей республики, устраивает его, что не устраивает, от кого это зависит. Вот почему собираются сведения, обрабатываются, анализируются, и практически обратные связи поступают уже главконтроль, но самое главное, обработанные данные поступает владелец аудитории. Но я бы сразу сказала, что уже на стадии получения информации с участием общественных организаций я подчеркиваю, ибо любой филиал, работающий сегодня, любой филиал общественных приемных, муниципальное образование, целиком полностью опирается на общественность. Это не общественность, мы просто не сможем выполнить. Постепенно старших пожарных. Но дело в том, что штат расписание сохранил самое
выучить трудовые навыки. И вот в этом ответе, в этом простом ответе заложено сразу две проблемы. Первое, то, что родители, к счастью, понимают еще, что ребенок должен трудиться, то, что ему негде сегодня это делать, и мы сейчас поговорим о школе, которая запрещает ребенку работать. И следующее, что готовы уже за то, что испокон веку составлял нравственную основу формирования личности, готовы платить. Не то, что она был разрушен институт семьи, там, село совсем умирало, это неправда, что все, вдруг там исчезли все дачи, это все под угрозой, но еще есть. Но само общество, и что самое страшное, государство сегодня ребенка от труда отучает. Труда, почему добровольного, волонтерства, как принято сегодня говорить. И оплачиваемый труд, даже оплачиваемый труд нынче не в чести. Сегодня понедельник, и все, кто заглядывал в контакт с утра, молодежь, которая ежеминутно там находится, сегодня они охотно все лайкают демотиваторы и картинки с надписями «Ужас, понедельник, опять на работу, дожить бы до выходных». Беспроводное радио в машине включаем в понедельник, мы слушаем, как ведущие на все лады обшучивают тему окончания выходных, опять понедельник, дожить бы до следующих. Ну, не знаю, как-то трудовые праздники, праздники трудовых будней как-то все ушли в прошлое. Ну, давайте обратимся к семье. У меня к вам вопрос, на него, я думаю, все с легкостью ответите. Где сегодня дети, начиная там с 2 лет и заканчивая подростками, где они сегодня празднуют дни рождения? Я у аудитории спрашиваю, где дети сегодня отмечают дни рождения? В Макдональдсе, в Рублеоне, в Пицце, где угодно. Самое главное, что не дома. То есть целое поколение уже забыло, что такое мамины и бабушкины пироги, забыли, что такое домашние конкурсы, домашние праздники. То есть ни родители, ни сам виновник торжества, они не знают, что такое радостный труд для того, чтобы создать этот праздник себе и своим друзьям. Все, это поколение уже ушло. Местную Рублевку, средоточие всех наших праздничных мероприятий. Я просто знаю, что родители этого села обращались к руководству муниципалитета с просьбой возродить им мастерские столярные, чтобы дети не слонялись после уроков вдоль дороги, как это происходит в каждом селе, а занимались делом, получали трудовые навыки и, может быть, даже зарабатывали. Не получилось. Не знаю почему. Денег нет, желания нет. Эта ситуация типична для любого села. Нет в селе сейчас, нет ни столяров, плотников. И чтобы построить дом в том же самом Киеве, люди дальше приглашают бригады из Сыктывкара. Все, люди разучились это делать. Благодаря году спорта у нас и возродились, и построены площадки. Может быть, стоит учредить год труда, чтобы точно так же появились такие мастерские у нас на селе. Ну и результат — растущий дефицит трудовых профессий и тот же самый офисный планктон. А самое главное — отрыв от исконных занятий, связанных с деревом, с землей, ремеслом. Недавний пример тоже очень показательный. Вы, наверное, помните, месяц назад в СМИ говорили о том, что на Ударе такой небольшой скандал, когда из детского дома сбежали дети. На Ударе это было. Почему они это... Ну, то есть стали разбираться, хотели покарать работников образования. На самом деле все было нормально, они поступили правильно, заперев пьяных детей, которые пришли с улицы домой. То есть дети были пьяны. Почему? Чем они должны заниматься, чтобы этого не было? Спортом, трудом, ну, наверное, чем-то. Ну, не вот этим, что там случилось. Зарплату за 18 часов, а 18 часов рабочего времени он тратил на воспитательную работу. И вообще у педагога, я вот сама начинала в 70-м году, у нас самое большое время уходило на воспитательную работу. А сегодня учителю, он просто психологически не может, психически не может заниматься с детьми. Поэтому нам нужно действительно, может быть, пересмотреть законы, обратиться в Российскую Федерацию, чтобы достойную заработную плату учитель получал за 18 аудиторных часов и 18 его часов отвести на непосредственную воспитательную работу с детьми, классное руководство. И также освободить учителя от непомерной бумажно-творческой деятельности. Это такая нагрузка. Учителя говорят, просто невозможно работать. То есть возвратиться к советскому, к требованиям, которые были в Советском Союзе, и самый минимум с учителя требовать, и больше никаких бумаг, чтобы учитель имел возможность
непосредственно работать и воспитывать наших детей. Обращать на них внимание, учителю это делать некогда. Спасибо. Дорогие друзья, чувство юмора, чувство врожденное. Является ли чувство патриотизма рожденным чувством? Конечно же нет. Его нужно пестовать, холить, лелеять. Выступал товарищ Кичикин сегодня. Он об этом и говорил. Это каждодневная похота. Как говорит Путин, как раб на галерах, каждый день, с утра до вечера. Почему об этом говорю? Потому что если памятные советские времена я руководил руководством ВСК и республиканских клубов. У нас были подшефные погранзаставы, куда ребята с собакой могли пойти служить. Много ли сегодня войсковых организаций, войсковых союзов, которые имеют подшефные войсковые части, куда мы присоединились из республики? Мы знаем, о каком пограничном катере, больше я еще не знаю. Вот таких отдельных выступлений, которые можно приобщить потом к протоколу нашего мероприятия. У меня такая мысль была, когда я готовился. Мы должны, наверное, какой-то подготовить документ будем по итогам вот нашего заседания. Наверное, здесь у нас есть, к нему должна быть какая-то, что ли, вводная часть. Я как раз к ней хотел бы несколько предложений сделать. Я сделал все 5 тезисов, которые я считаю могли бы войти вот в этот документ. Это тезисы о том, какими я вижу должны быть принципы патриотизма, патриотическое воспитание, которые здесь обсуждаем. И первый, я как прошлый папа, такого как перечислю. Если вы оспорите бы, я бы был очень только рад, скажем, может быть, что-то мог принести. Первое, на мой взгляд, очень важный принцип, не по важности, это принципы как они приходили мне в голову. Первое, это принцип цельности. То есть, зачастую говорят отдельно, есть военно-патриотическое воспитание, другие говорят о воспитании детей и так далее. Да, но я хочу сказать, что, на мой взгляд, не существует военно-патриотическое воспитание, существует также отдельно просто воспитание. Эти вещи на самом деле очень взаимосвязаны. И если воспитание является патриотическим, то воспитание может быть только патриотическим. Если это не патриотическое воспитание, то это просто не воспитание. И это нужно сразу как бы зафиксировать. Из этого следует достаточно много выводов. Я сейчас не буду на эту тему распространяться, но мне кажется, такого поразмыслить. Следующий очень важный момент, что патриотизму можно учить на заседаниях, на лекциях, через фильмы и так далее, но самый главный путь это патриотизму научение от личности к личности. То есть здесь огромная роль играет, на мой взгляд, СМИ, которые я сам представляю, я журналист. И в этом я вижу основную задачу, может быть, моих собственных коллег. Потому что агитация и пропаганда, которая мы сейчас, которая ударилась в связи с событиями на Украине сейчас, в том числе, это играет, на мой взгляд, должна служебную роль. Главное патриотизм – это личный пример. И в этом смысле встречи детей, скажем, с теми реальными патриотами, которые проявили себя, это основное в этой воспитательной работе. Третий момент – это патриотизм. Это принцип патриотизма важнейший, это непрерывность. То есть в чем он заключается? Он требует постоянной внутренней работы, как общества в целом, так и человека в отдельности. То есть патриотизм – это не демонстрация намерений, слова о мировоззрении деятельности человека. То есть нельзя, допустим, придя на работу, быть патриотом, после этого вернуться, так сказать, в интернет, там все за клавиши, быть большим либералом, так сказать, буду продолжать, так сказать, и вернуться на следующий день и снова заниматься патриотической работой. Здесь патриотизм – это образ жизни. Четвертое. Патриот, на мой взгляд, это прежде всего правдивый человек. Это не человек, который не видит, это не тот человек, который не видит проблем собственного отечества. Он не задушевывает их, не смешивает правду и неправду. И здесь я хотел бы обратить внимание на очень важный библейский принцип. Это, мы помним, такая история, конечно, все, о хамском грехе, о котором говорит Библия, да, грехотворение. За этот грех Бог наказал человека. Такой патриотизм – это любовь к отечеству, к отцам нашим. Но здесь очень важно, что патриот не обращается к несчастью собственного отечества, к проблемам его с насмешками и, скажем так, с цинизмом.
покрывает это любовью. То есть, вот что я хочу сказать здесь, я остановлюсь на этом слове. Вот сейчас идет, вы видите, конечно, война, информационная война между, к сожалению. Я вот был на Украине, я думал, что ужас российских СМИ не существует в качестве подачи информации. Я ошибся, потому что тот ужас, который сейчас на Украине идет, та антирусская истерия, которая там задела, она гораздо более... Вам даже сложно представить, насколько она низкопробна, насколько она безобразна. Вести реально некому зачастую, потому что люди, которые говорить будут о нашей культуре, будучи сами бескультурными, не понимая, говоря о вере, не будучи сами верующими, они только дискредитируют идею. На сегодняшний день мы не готовы. Хотя позитивный потенциал, позитивный, безусловно, есть. И это подтверждает практика многих стран. Я сейчас не буду называть, но это безусловно позитивно. Но это дело нашего будущего. Мы должны до этого дорасти. Сейчас мы еще маленькие. Говорить, но нужно быть патриотом. Сегодня, слушая выступление, мне хочется сказать, что мы, наверное, патриотизм – это и бабушку перевести через дорогу, это и выступить и в Сочи, и в космос. Ракеты отправить и защитить Родину. Мне хочется сказать, что сегодня мы должны заниматься все-таки больше патриотическим воспитанием населения. Патриотической направленности. Отсюда и вырастает защитник Отечества. Мне хочется сказать, что мы целиком поддерживаем администрацию республики, главу республики. Много сделано. В прошлом году выделили помещение под центр патриотического воспитания. Тут несколько говорили, а что в этом центре? Кто о нем знает? Почему общественная организация патриотической направленности нам не представляет? Никто не приглашает. Большой вопрос у нас сегодня возникает, опять же... Николай Александрович, регламент. Одну секунду еще. У нас в 2012 году в декабре президент подписал указ о патриотическом воспитании населения. Вот только сейчас, после нашего толчка, заговорили про эту работу, что нет программы. Я ответственно заявляю. Сегодня мы создаем совет руководителей общественной организации патриотической направленности. Люди идут туда, общественники. Но я говорю, что без координации общественной организации патриотической направленности мы будем только говорить, что у нас есть патриотизм. Сегодня мы поддержали Беркут, сегодня мы поддержали Крым, мы поддерживаем действия президента. И поэтому, если мы будем только говорить про патриотизм, а не выполнять конкретных социальных и политических действий, патриотов у нас не будет. Спасибо, Николай. Я много выслушал выступлений, и у меня есть свои взгляды на патриотическое воспитание молодежи. Потому что молодежью более 25 лет занимаемся в Союзе ветеранов Афганистана, и много в этом направлении достигли. Но хочу подвести итог. Это итог предложения. Сегодня кто-то высказывает о том, что сегодня должно все на волонтерском движении. Не люди. Те ребята, которые занимались, начинали 20 лет и не получали поддержки, даже об устройстве своих клубов, своих помещений, они ушли и стали бороться с властями, которые им ставили постоянно план. Сегодня нельзя воспитать молодежь именно на одних общественных организациях. Но общественные организации нужно укреплять, нужно представлять им помещения и на бесплатной основе, а не на больших арендных платежах. Я считаю, что в каждой школе должно быть создано штатные единицы, которые будут заниматься с детьми, заниматься спортом, и именно создавать военно-патриотические клубы. Я считаю, что сегодня те общественные организации, которые занимаются патриотическим направлением, социальным направлениями, они должны получать гранты. И нужно изменить в грантах одно. Сегодня есть в гранте одна такая пункте. Общественная организация должна участвовать в этом гранте 20% внести своих денег. Но это общественная организация, не зарабатывает деньги. Вот этот пункт нужно убирать. Общественная организация внесет это 20% своим трудом, волонтерским трудом, организацией своей работы. Вот это даст плюс.
Естественно, конечно, никакие общественные организации одни не справятся. Сегодня нужна действительно целевая программа, нужно разрабатывать новые книги, нужно создавать даже, наверное, на грантовом стиле новые фильмы показывать, снимать, новые художественные книги писать. Тогда дети будут читать, будут смотреть фильмы, и они будут просто проникаться патриотизмом в России. И, к большому сожалению, вот, эти вопросы сегодня еще не восприняты в полной мере, и они не отражены в документах. Вот, например, по вопросам национальной безопасности у нас существует концепция национальной безопасности. Там вопросам терроризма, вопросам других угроз отводится большое значение, большое место, они все перечисляются. Но вот те основы, вот те угрозы, при помощи чего должны бороться, вот эти духовные начала, которые должны объединять нас, им не уделяется внимания. Я хочу, чтобы они ее любили и за то, что им нравится и хочется в ней жить. Вот это правда, искреннее пожелание всем детям, которые живут в Коми, которые живут в России. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. И я тоже. Если раньше по линейной программе было 20 часов на историю Знаю. Отечественной войны, на сегодняшний день 9 класс при 3-часовой программе 6 часов, при 2-часовой 4 часа. Как давать? В прошлом году по инициативе учителей истории Российской Федерации при нашей поддержке администрации президента была образована на учредительном съезде Ассоциация учителей истории, русского языка, извините, литературы Российской Федерации. В этом году готовится такой же учредительный съезд, на котором будут рассматриваться актуальные проблемы исторического образования в средней школе и в высших учебных заведениях. Я надеюсь, как ваш коллега в недавнем прошлом, что мы сможем своими знаниями и пониманиями, как нужно преподавать историю в средней школе, общеобразовательной, довести это и повлиять на весь процесс исторического образования. Больше, может быть, даже не вопрос, скажем так, такое предложение, что все-таки надо брать, как правильно сказал Муко, власти в свои руки, развитие спорта и уже непосредственно в семье начинать воспитывать будущих победителей. И для этого нужно создавать условия. Вот, по моему предложению было сделано день открытых дверей в спортивных заведениях. Сейчас надо это как-то, может быть, по-другому, потому что спорта по-другому назвать. И, может быть, сделать это вообще ввести в практику на всей территории страны, чтобы люди могли из многодетных задачи из любой семьи бесплатно когда-то посещать спортивные объекты, потому что сейчас вы знаете, все зайдет. Вот такое у меня предложение. Но и самое главное, патриотизм начинается в семье. Когда твои дети встают и слышат какие Ну, мне тут еще лет назад сказали, здоровый тело, здоровый дух. Я абсолютно с вами согласен. И помню очень хорошо еще конец 60-х, начало 70-х годов, когда ко мне в школу приходили тренеры и вот выбирали детей, явно эти готовы заниматься гимнастикой, эти готовы заниматься легкой атлетикой и так далее, и так далее. И давали многим, кстати, дорогу, путевку в жизнь. Да, дорогу им открывали в спорте большие. Тут любая, вот сегодня мы говорили на эту тему уже, там, успели много где пообщаться. Одного дня, конечно, мало для такого форума, это правда. Говорили вот о чем. Вообще любое, в том числе о волонтерстве много говорили, любое общественное движение, оно на сегодняшний день в России переживает как минимум 3 проблемы. Первая проблема абсолютно четко организационная. Вот координации очень нет. И в первую очередь информационная. Нужно больше друг о друге знать, нужно понимать, кто возьмет на себя отстаивание интересов
и продвижения различных инициатив, и кто будет вступать в активный и конструктивный диалог с властью. Потому что мы говорим о государственном, об общественно-государственном партнерстве. Это первая проблема. Вторая проблема. Те, кто на сегодняшний день занимаются общественной работой, волонтерством, например, многими другими видами гражданской активности, к сожалению, мало квалифицированы. Ну, вот это да, это данность. И над этим тоже нужно работать. Для этого мало только желания, я не знаю, кому-то помочь, да? Нужно еще уметь это делать. Поэтому вот компетентность в этих вопросах нужно повышать. За счет создания здесь должно помогать государство и другой механизм, который является третьей проблемой. Сейчас, в том числе за счет государства. То есть создание неких программ, которые готовили бы тех, да, которые готовы на сегодняшний день выполнять общественную работу, а тем более заниматься организацией общественной работы. И есть институты, которые должны поддерживать вас. Это финансовые институты, которые на сегодняшний день мы видим исключительно в государстве, а это неправильно. У нас есть бизнес, который неплохо зарабатывает. У нас есть бизнес, который, в принципе, наверное, я искренне в это верю, готов был бы помочь. Но самое главное, что, например, воспитывая волонтеров или, скажем так, занимаясь повышением квалификации тех же волонтеров в различных общественных областях, они тем самым готовили бы себе плюс ко всему еще и будущие кадры. Поэтому такой взаимный рекрутинг. Бизнес нанимается на поддержку общественного движения. Общественное движение, получая определенный уровень квалификации, начинает, ну или его представители, интересовать бизнес. Вот это взаимодействие нужно наладить. Конечно, в первую очередь при посредничестве государства. Вот когда мы преодолеем эти три проблемы, поверьте, все выстроится. И не надо ничего придумывать, в мире все есть. И у нас очень сложные и непростые отношения с миром, особенно сейчас, но очень много положительного есть в развитии общественных институтов, европейских, американских, и азиатских, и африканских, где мы могли бы вполне брать пример. Он видит, что там продвигаются по службе не те, кто более профессионально подготовлен, не те, кто более честно относится к делу, а опять та же самая гламурная молодежь, чьи папы и мамы, занимая высокие поста и должности, проталкивают своих детей независимо от их уровня образования и способностей по карьерной лестнице. Я вот провел такой тоже мониторинг, я составил список таких вот родственных половых связей в государственной службе. Я вот хочу вам этот список вручить, чтобы вы посмотрели, вот какие у нас федеральные органы, какая у них там преемственность, какая плановость у нас в органах власти. Бюджетное общеобразовательное учреждение, кадетская средняя общеобразовательная школа села Коровьи Ручьи. Станислав Ильич говорит, что давайте говорить о конкретных делах, конкретных предложениях. Вот, наверное, тот самый случай, когда речь идет о конкретной маленькой сельской школе, которую районная, на которой на карте не найдем. Как человек, много лет занимающийся патриотическим воспитанием детей в школе, могу выделить